Маша Душук, здравствуйте. В прямом эфире информационная служба телеканала «Россия. Война». В студии Хадижа Дадалаева. И главное сегодня. Прокурором Чеченской Республики назначен Шерпуди Абдулкадыров. В правительстве прошло согласование кандидатуры с главой республики. Возможность совершить Идаль-Адха от Рамзана Кадырова. По поручению главы республики по всем районам прошла раздача жертвенных животных. Футбольное поле в горном селе. В Макитах открыли новый спортивный комплекс. Строители трудились ровно год. В правительстве сегодня состоялась встреча главы республики и заместителя генпрокурора России. Иван Сидорук приехал в Грозный для согласования кандидатуры на должность прокурора республики. Заместитель генпрокурора страны предложил Рамзану Кадырову кандидатуру Шерпуди Абдулкадырова, ранее исполнявшего обязанности прокурора Чеченской Республики. Стоит отметить, что впервые за последние десятилетия на пост предложена кандидатура уроженца республики. Шерпуди Абдулкадыров – советник юстиции 3-го класса. В органах прокуратуры более 20 лет. Трудовую деятельность начинал в Ачхой-Мартановском районе. С каждым, с прокурором, командированной республики, находил общий язык. Это самое лучшее правильное решение, лучшая кандидатура. Мы знаем его. И не только мы знаем, прокуратура, руководство прокуратуры Российской Федерации знает, что он действительно опытный, состоявший прокурор. Для нас тоже очень важно. Когда перемены бывают, если новый человек бывает, то он много времени теряет, чтобы старается менять команду, видение свои бывает, и очень много времени теряет. А сейчас человек, который не только до этого тоже делал эту работу, сегодня стал на своем месте, это для нас очень важно. Бывший прокурор тоже наш отлично был, находили общий язык, работали вместе. Выполняли задачи. У нас задача это чтобы не нарушали законы, чтобы не были хищений, чтобы не совершали. Просто если совершали, раскрывали. Спасибо за то, что вы даете согласие на назначение его приказом генерального прокурора прокурором республики. Я сейчас после этой встречи доложу генеральному, скажу, что это самое, что согласие получено. Я думаю, что как раз к великому празднику состоится назначение, чтобы у него был двойной праздник. Назначен и прокурором республики, и плюс того, что он завтра уже праздновал религиозный праздник, как подобает. Мы поздравляем его с омутом, который мы повесили на него, и с праздником. На встрече заместитель генпрокурора отметил, что в республике соблюдение законности и обеспечение правопорядка во всех сферах жизнедеятельности на самом высоком уровне. И такая политика руководства региона может быть только примером. Рамзан Кадыров подчеркнул, что это кропотливый труд единой команды. Единственный раз в этом году, когда они принимали резолюцию, Чеченская Республика беспроблемная. И законность, и правопорядок, и права человека. Если у нас были бы к нам претензии, то они обязательно написали бы резолюцию, что да, Кавказ, Чеченская Республика, как и других регионов Российской Федерации, написали бы, напечатали бы там. Мы нашли общий язык с народом, и мы знаем, это общий враг народа и закона, это религии, это есть и террористы, это шайтаны. Поэтому так для служения народа, для государства мы стараемся быть правильными, правдивыми. Абсолютно у нас нет свой-чужой. Есть, если занимается, он госслужбой, он должен заниматься личным, своим, не личным, а государственным делами. И если кто нарушил закон, то нарушил, отступил от всего предусмотренным законом, этот человек у нас в команде не бывает, у нас поэтому слаженная команда. И уже сегодня согласование кандидатуры Шерпуди Абдулкадырова на должность прокурора республики прошло в парламенте. В заседании принял участие заместитель генпрокурора России Иван Сидорук. Говоря о профессиональных качествах Абдулкадырова, Сидорук отметил, что его кандидатура отвечает всем необходимым требованиям. Это профессионал с большим опытом трудовой деятельности в надзорном органе. В свою очередь Шерпуди Абдулкадыров заверил, что приложит все усилия для защиты закона в регионе.
Завтра весь мусульманский мир отметит праздник жертвоприношения Курбан-Байрам. Он является частью обрядов хаджа, ежегодного паломничества верующих к святыням ислама. В этот день мусульмане совершают праздничный намаз, раздают мясо жертвенных животных нуждающимся, посещают родных, соседей, друзей и могилы родственников. Слово Зарим Цакаевой. Смысл этого праздника для верующего — следование благородному примеру пророка Ибрахима, мир ему. В этот день каждый мусульманин приносит в жертву животное ради Всевышнего. Считается, что с первой капли крови жертвенного животного человеку, совершающему идаль-адха, прощаются его грехи. Отчана нех доги сердца, те дог хастерца, чуха идвачан, так кач хилитерца, изи елчан суннату дели салам маршал халчан. Султиха и устабир бежинир, сунши бар машбу белгу дах, бишбек устабала, иза يشقات شلبيزة شقات بعدها بقر حلا ترك شخيتين يلا إذا غربان بي مقربو سولتها غاز غلي بجين غلي قومش خلي أهيشلوما إشتلاها شقات شلبيزة. Курбан-Байрам начинают праздновать с самого утра. Совершив омовение и надев новую одежду, мусульмане отправляются в мечеть на праздничный намаз, где мулла произносит проповедь. По его завершении участники посещают кладбище, где молятся за умерших. Вернувшись домой, приступают к обряду жертвоприношения. Следуя религиозной традиции, Амин Газиев ежегодно совершает этот обряд. В его семье 16 человек. Сегодня он пришел на рынок выбрать 2 жертвенных овец. Как признается мужчина, этот праздник в их семье отмечается таким же размахом, как и Ураза Байрам. Сам праздник длится 3 дня. Мусульманам в этот день необходимо раздавать милостыню и угощать всех. Зарим Ацкаева, Хусам Мурдаханова, Айзан Исханова, Вести, Чеченская Республика. 6000 нуждающихся смогут совершить обряд жертвоприношения в праздник Курбан-Байрам. По поручению главы республики по всем районам прошла раздача жертвенных животных. Акцию организовали представители департамента по связям с религиозными и общественными организациями главы и правительства республики. Не остались без внимания и семьи погибших сотрудников, рассказывает Шамиль Идрисов. К празднованию священного Курбан-Байрам глава республики подошел, как всегда, основательно. Рамзан Кадыров отметил, что ни один мусульманин в республике не должен пропустить священное жертвоприношение. По его поручению 6000 жертвенных животных раздали сегодня малоимущим семьям. هو شرع عشاء ديش مخلر ويتشع ويمخكع ويمخكر أرعى دوغش دقل ساعة نشدو غيل كان مسك شانا غرب دا يحتبوا كانا غرب دا بيش يحتبوا سنديرة ديبارتامنت مفتياتنا ديش نشناغنا باتشو قرأي أونشكا عيرشكا العديق ألا يسرائيلة ألا تدلنا درتون سنديرة تخوك فلاني وشتشي وانشكا ناقواش قلاء كيجريجي أونشكا سسيدني بريجايشي региончика даже цаилш меттигаха за пределы почходука саалдайтан меттигшу. В то время как представители духовного департамента раздавали жертвенных животных около центральной мечети, сотрудники МВД исполняли поручения главы республики на окраине города. Возглавил благородную миссию министр внутренних дел Руслан Алханов. Силовики направились с помощью к семьям погибших коллег. Ой, почему Рамзан Ахматович дейлда саина, ой белбол берш ире хор Велол сотрудник от Юстфиду ездит 1450 Юст бу ездит так бе when на ости бит пинботи бит поищоти ай так сон самале дал саадуэльцен сумелли росте дала шеддагмелля чумтир дал обл саадуэльцен. Подобную помощь руководство региона оказывает ежегодно и для родственников погибших сотрудников МВД, так же, как и для других граждан. Это не только материальная помощь, но и лишнее напоминание о том, что своих героев чтят и помнят. Шамиль Идрисов, Муслим Исадов, Аслан Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В
Центарое сегодня почтили память старшего сына первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Сотни богословов совершили обряд зикр в местной школе, где учился Зелимхан Кадыров. Собравшиеся говорили самые теплые слова о человеке, который ушел из жизни в самом рассвете сил. Из Центарое репортаж Сайхана Шахбулатова. Сегодня большинство жителей Центароя совершает обеденный намаз не в мечети или дома, а собирается в спортивном зале на территории родной школы Зелимхана Кадырова. Совершив обеденный намаз, мюриды собираются в кругу для совершения обряда зикр. Люди бесперебойно заполняют ряды верующих. Несколько сотен мюридов не только из Центароя, но и много соседних сел, одноклассники, соратники, родные и близкие собрались почтить память старшего сына первого президента, героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Зелимхан родился 25 октября 1974 года. С первых дней он находился рядом со своим отцом, работал в чеченской милиции, дослужился до старшины, но его жизнь внезапно оборвалась в расцвете лет. В воспоминаниях для друзей и родственников он навсегда остался верным другом, человеком добрым и чистосердечным. تعتقد دون احش ايش دون نا وصل ايش بابا شيء دي حل انك نشيك يا خيش يا استقل لو يصبر زيلان ويزن قونا ور كان دقشو ساعه شنقشلو تندير دق تندير ساعه دقه حق اول شوار اذا وتندير ساعه يلا تشن دوش على كمان الجيل هو يلطبو وما قعدو قناغبو ويزن قونا ولد كومير شواريز ومن شيء سام قوور دور شوازريز. В этом году Зелимхану Кадырову исполнилось бы 38 лет, и в память о нем после зикра здесь состоялся обряд сара. Сайхан Шахбулатов, Абу Абдулаев, Усман Каримов, Аслан Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Новый футбольный стадион открылся сегодня в селении Мехкеты. По поручению главы республики всего лишь за один год строители возвели спортивный комплекс на 1000 мест. Протяженность футбольного поля более 900 метров. Теперь здесь будут проводить не только тренировки, но и межрайонные матчи. Поздравить махетинцев с новой спортивной ареной приехали и официальные гости. Здесь же работу строителей отметили благодарственными письмами от главы республики. Перерезав красную ленту, гости и болельщики понаблюдали за товарищеским матчем между командой «Тенек» и сборной сотрудников фонда обязательного медицинского страхования. Итог игры 1-0 в пользу хозяев поля. После дружеского матча игрокам команды «Тенек» вручили денежные премии. И это все новости на сегодня. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь до завтра. Адикел Шум Маршайл.